прошлом выпуске. О боже, боже, боже. Влюбился, что ли, я в кого-то? Опять пересолил? Как она там называлась, блюдо? Оранчини, во-во. Классика. Тебе Я не зачем? могу тебе дать. Нам же сказали одним блюдом, одним ингредиентом только обмениваемся. Я тебе Всё. сыр дал? А я ж у тебе тебя дала. ничего? Нет. Я ж тебе дала что-то. Я тебе дал. Мёд, кажется. Да, помню, нет, не мед, желатин был. А, нет, не разрыхлитель был. Там разрыхлитель. Всё, одно. Кюней не хотела со мной делиться сливками. Хотя я ей до этого ей дал примерно четверть сыра, который у меня был. Она мотивировала тем, что мне дала пол чайной ложки, как он называется, разрыхлителя для теста. Но все-таки отвоевал, настоял на своем и все-таки взял у нее сливок. Кстати, нужно ей отнести обратно. Тут осталось немножко, она попросила оставить. Мы же джентльмены. К новогоднему столу каждая хозяйка готовит все самое вкусное и лучшее. И порой на поиски нужных продуктов уходит очень много времени. Но не в этот раз. В Макс Маркет вы найдете ингредиенты и продукты даже для самых изысканных блюд к вашему праздничному столу. Ну и, конечно, какие же новогодние выходные без сладких подарков? В Макс Маркет представлен самый широкий ассортимент конфет, шоколад, имбирных пряников и карамельных леденцов. Василий Зырянов – свободный художник. Четко следовать рецептуре не в духе Василия. Кулинар любит экспериментировать и импровизировать. Кюней Федотова – поклонник кулинарных шоу. Обожает готовить по рецептам именитых шефов и имеет в арсенале десятки рецептов изысканных блюд. Иван Турантаев удивил и покорил шефов умением сервировать блюда не хуже, чем в самых изысканных ресторанах. Эдуард Неустроев на отборочном туре доказал, что мужчины непревзойденные повара. Рулет из курицы и оформление блюда удостоились самых высоких похвал. Добрый день! Мы вновь на кухне. Наши кулинары продолжают готовить. Буквально через час наши участники встретятся с шефами и узнают, чьи же блюда сегодня окажутся лучшими и кто же станет финалистом нашего шоу. Полуфинальные испытания не прощают ошибок. Лишние движения или их отсутствие может привести к непоправимым результатам. У меня пожар. У меня масло загорелось. О, нет! И оно не тухнет. До несколько секунд назад у меня загорелась еще кастрюля. Я поставил масло, чтобы обжарить, получается, овощи. И пошел чистить рыбу. Возвращаюсь, и у меня просто пышно. Ну, наверное, наши операторы это все засняли и потом покажут вам. Но для меня это было довольно-таки экстремально и жестко. Пока Вася укращает огонь, на кухне у Вани полная идиллия. Лук обычный, репчатый. Морковка и чеснок. Это что мне досталось. Ну, надеюсь, у меня выйдет как надо. Похоже, Васе удалось справиться с экстренной ситуацией, и кулинар готов приступить к десерту. Это, короче, десерт Пао. Я не думал, что когда ты его готовишь сам, он получается настолько вкусным.
Сейчас мы это все запечем, там пара конвектов мать, и будет вообще бомба. Десерт Павлова, да. У меня то же самое же. Почему у тебя то же самое? В смысле, почему? У меня в 100 раз вкуснее. Так совпало, да? Класс. Да, но что же ожидали от кулинара шефы? У первого участника в продуктах были сливки и сливочный сыр. Мы бы хотели увидеть в десерте в качестве крема, в десерте как чизкейк. Как мы помним, в этой четверке только Кюнней знакома с рецептом сицилийских оранчини. Чем же решила удивить шефов наш полуфиналист? Я сделала свои первые оранчини. Это с мясом и зеленью. А вторые у меня будут с сыром и с грибами. И немного шпината добавила. Вот так вот делаю. Но мне кажется, риса мне не хватает немножко. И заворачиваю их в круг. В принципе, ингредиенты, они уже все готовые, так что их просто нужно обжарить для хрустости и для красоты. Соус к ним какой ты будешь подбирать? Соус, ну если парни мне дадут сливки, то я сделаю сливочный соус. У Эдуарда сегодня дебют. Кулинар ранее никогда не готовил мучные блюда. Ну, как мне кажется, лучше, чтобы рис лепился. То есть я, как и говорил ранее, я подслушал разговор Васи с Кюнней. И они сказали, что это типа пирожков, но вместо муки рис. И начинка должна быть любой. Я сначала хотел сырную начинку, но потом передумал, в общем, да? Будет мясная. И вот сейчас занимаюсь именно, чтобы рис лепился, мне кажется, туда надо добавить сыр и яйцо, что я и сделал. Васю сегодня преследует череда неудач. Надо как-то воду отсюда вывести. Как отсюда воду вывести? Осушить как-то рис надо. Как это сделать? Или вот этот рис нужно сделать сухим? Как это сделать? Может, с полотенцем бумажным, а? Чего? Нет, возьми свой рис, который этот, Вот этот. И чё? рассыпчатый. Ну, Ну, добавь туда чего-нибудь. У тебя есть такие тары? чего-нибудь это чего? Ну, чего-нибудь, это значит чего-нибудь жидкого. Аналогичная проблема возникла и у Вани. Рис не собирается в плотный шар. Они у меня слишком рассыпчатые. Почему? Почему-то. Ничего, как-нибудь сделать. Может, спросишь у Кюнней? Не знаю почему. Потому что они, короче, эти. А какие они должны быть? В пакетике покупные, короче. А те, которые обычные, самый обычный рис, он такой, у нее клейковины много, поэтому она как каша получается же. А вот это, наоборот, рассыпчатая. А какой соус ты вообще решил подать? Из куриных желтков, сливок и сыра. Это для оранчини? Для обеих. Для обоих. Кто же быстрее соберет оранчини? Ай, она все развалилась прямо внутри. Не получается у меня эти шарики. Эх. Вот как она вот сделала вот так вот? Она же просто отварила рис, вылила с него всю воду, и он у нее застыл, рассыпчатый такой был. Она взяла ложку, положила туда начинку, сверху закрыла, пам-пам-пам, он у нее липкий был. А у меня липкий рис не получился. Вот он. А больше риса нету. Все, хана. Че, блюдо за... Изомальт – это такой заменитель сахара, который кондитеры используют для украшения своего десерта. Из него можно сделать разнообразные спирали, какие-то формы, и у вас десерт может стать таким, который подают в ресторанах. Давайте посмотрим, что же решил с ним делать Эдуард и правильно ли он его вообще использует. Я вот растопил, как она?
Ну, я забыл. Напомни, пожалуйста. Изомаль. Еще раз. Изомаль. Изомальта какая-то, ага. Вот, растопил ее, она получилась у меня как этот, ну, топленый сахар. Вот я не знаю, что с ним дальше делать. Но я его, конечно, туда добавлю. Главное же использовать ингредиент, ну, как сказать-то, чтобы он присутствовал, я так понимаю, в блюде, да? Не обязательно его весь использовать, поэтому я считаю, что будет нормально. Ребят, есть у кого-нибудь рис? Не, только готовый есть. А он у вас на остатках? У меня есть лишний рис, короче. У тебя есть лишний рис? О, спасибо. И это... Это лишний, да, у тебя? Да? Я baby. Все. Я помог, да? Считай, вы видите нового победителя. Однажды, холодной зимней ночью, придет он. И ты снова поверишь в чудеса и почувствуешь себя ребенком, потому что он волшебный, красивый, яркий Новый год. Хозмаркет. Время волшебства. В последний момент Ваня подал руку помощи и практически спас Василия от полного провала. Вот. Чуть-чуть еще и станет готово вообще. Понимаете, вот схватилось и чуть-чуть. Все дело в ручках. В правильном этом. Ну я не знаю, короче, как получится. Что бы ты делал, если бы Ваня тебе не дал рис? Плакал бы, стоял. Что делал, не знаю. Одна готова! Бу-бу-бу, пушка! Гюнней оставила далеко позади своих коллег и уверенно стремится к финишу. Муравейник готов. Пирог сейчас выйдет с духовки. Оранчини я пожарила. Осталось сделать соус и красиво украсить. Сделаю грибной соус и томатный. А оранчини у тебя получились, как думаешь? Ну, я надеюсь. Они у тебя не сгорели? Нет, не должны были. А вот Эдуард только начинает лепить свои оранчини. Он у меня не лепится особо, но стараемся. Вообще, я не знаю, как он будет. Ну, то есть, как надо-то, я не знаю. Хорошо. Неприятности поджидают наших участников буквально на каждом шагу. Гюнней под конец тура обожгла руку, и теперь девушка не уверена, что сможет вовремя завершить работу. А невнимательность Василия стоила ему десерта. Десерт. Не получился? Нет. У Вани же, напротив, десерт получился как надо. Вот что значит планирование и соблюдение технологий. Ну, более-менее. Они же форму держат, как бы. Что будешь добавлять туда? Взбитые сливки и лесные ягоды. Все просто. У Васи, оказывается, все-таки они были не готовы. Думаешь, успеет? Не знаю. Не знаю. Я думаю, что нет. У Гюнней подоспел рыбный пирог. Ответственный момент. Нужно разрезать пирог красиво.
Сегодня у нас 4 совершенно не похожих друг на друга рыбных пирога. Какой же пирог ждут от кулинаров наши шефы? Рыбный пирог делается из дрожжевого теста, из сдобного теста и рубленного. Рыбный пирог качественно получается из теплого молока, из хорошей, качественной, свежей рыбы. В начинке можно использовать дополнительно рис, можно использовать дополнительно картофель для сочности. Посмотрим, чей пирог удостоится высших похвал. Несмотря на ожог, Кюнней продолжает готовить и даже первой приступает к сервировке. У девушки практически все готово, осталось только красиво украсить, добавить соус, и блюда будут готовы. Кариба. В секретном ящике вместе с шоколадом Эдуарду достался изомальт. Продукт незнакомый и совершенно непонятный нашему участнику. Да, добавил там, но много очень осталось, но оно превратилось в леденец. А так, да, в этот, короче, в десерт добавил. То есть украсили его или в состав добавили? В состав, потому что это такая штука, оказывается, которая быстро твердеет. Я сначала половину сделал, не получилось, помыл кастрюлю и вторую половину сделал. Там немножко консистенция, когда была еще жидкая, я немножко добавил. Да, похоже, мы не увидим сегодня ни спиралей, ни леденцов на десерте Эдуарда. Даже новая партия риса не помогла Василию справиться с заданием. Ну что, Вася, как дела? Не знаю. Короче, нашел я выход один. Ну, не знаю, прокатит он, нет. Что-то мне не очень нравится. Какой выход? Короче, выход этот. Все в фольгу и в этот. Куда? В духовку? Угу. Они же должны быть обжарены. А? Они же должны быть обжарены. Ну, значит, будут обжарены чуть попозже. Как-нибудь там посмотрим. Ну, главное, чтобы схватилось. А там дальше видно будет. Не пробовали спросить у своих коллег по кухне, как им удалось пожарить? Да я уже и спрашивал, и брал у них рис там. Ну, не получается у меня это блюдо. Я не знаю, что с ним дальше делать. Как быть вообще, я не в курсе. Ну, просто не получается, и все. А за соседним столом Кюнней уже выкладывает свой десерт. Из-за руки я не могу думать о другом, потому все у меня валится с рук, хотя я, в принципе-то, закончила нормально и хотела оставить время на украшение. Меня беспокоит моя рука прежде всего. Очень сильно болит. Девушка придерживается кулинарных трендов и подает десерт как отдельное самостоятельное блюдо с собственным соусом. Соус томатно-сливочный, немножко с травушками. У вас два разных соуса? Да. И к десерту тоже вот соус с апельсиновой цедрой. Что у тебя, Ваня? У меня пирог сгорел, по-моему. Это был какой пирог? Рыбный пирог. А если я не подам, или я обязан подать? Это одно обязательное блюдо. Да. Там нет хотя бы какого-то кусочка Да, типа съедобного? посередине она должна быть нормальной, мне кажется. Это пирог. Ну что, придумаем? А с орехами это, решили? по-моему, желток сгорел, который сверху. А так, бортики тоже чуть-чуть подгорели. Ну, бортики я не собирался брать, а чисто вот середину. Попробуем, как получится. Короче, он окончательно прилип. Это что? Десерт? Вторая попытка приготовить десерт обернулась очередной неудачей.
так все начиналось хорошо прям вообще. Прям классно так получался у меня вообще. Но он вообще весь сдулся и это. Все, и умер окончательно. Осталось только 15 минут до конца тура, и обстановка на кухне у нас накалена до предела. Оранчини у Василия до сих пор не получаются, не получился у него десерт, а Эдуард не смог по предназначению использовать изомальт, а у Вани сгорел пирог. Только у Кюнней, кажется, все в порядке. Хотя девушка и обожгла очень сильно руку, она продолжает готовить, уже сервировала все блюда, и теперь ей осталось только добавить орехи. Ну, вроде что-то типа там, но не то, короче, пальто. Я бы сказал, не то. Пахнет почему-то корицей, странно. И горячая. Жестко. И, короче, она вся прилипла, поэтому она будет так подаваться. Думаете, шефы попробуют Ну да, из фольги? да. Да? Это в фольге же. А что тогда сказали из фольги выкладывать, да? Тогда? Я просто пропустил, может, я что-то неправильно понял. По сравнению с остальными, у Эдуарда все идет ровно, а оранчини получились идеальными. Но кулинар недоволен. Мясо фруктами не испортишь. Ну, тут рис присутствует, поэтому я не знаю, как будет. Эксперты скажут, правильно, неправильно. Я уже как бы на интуиции делаю. У меня даже овощей нету. Вот у меня один помидор и огурец, но их надо было бы замариновать, наверное, но времени у меня нет. Поэтому просто так их подавать как-то неохота. 2,5 часа для вас мало? Да, для меня это оказывается мало. А сколько нужно было? Реально мало. Хотя бы 3,5. Потому что 2 блюда. Даже 3 блюда. 3 же их. Но все успели, видите? Да, конечно. Вместо воздушного и белоснежного десерта на дегустационных тарелках пересушенные коричневые белки. Но Василий и не думает сдаваться и тщательно маскирует неудачу под слоем сливочного крема. Еще есть шансы выиграть, как думаете? Конечно, все 200. Да, самопрезентацию у Василия все в порядке. Кулинар даже успевает угостить коллег своим десертом. Пробуй-ка. Скажи-ка. Это что, печенье или что, непонятно? Вкусно. Похоже на блюдо финалиста. Блин, ну это же вообще похоже на это. На божественный десерт. Не, вкусно, вкусно, очень вкусно. Десерт Так-то победителя? странно, да? Но не десерт победителя. Осталось всего 5 минут до конца тура. Эдуард начинает выкладывать свой пирог на тарелке. Сейчас разрежем пирог. Вот уже разрезали, да? Он у меня, почему я его разрезал? Он у меня немножко не доварился. То есть тесто было, на мой взгляд, не очень готово. Я его повторно поставил в духовку. И сейчас вот я даже не знаю, как его резать теперь. Потому что оно у меня маленькое получилось. Я испортил эту посудку такую круглую, классную. И пришлось мне делать вот в такой форме. Поэтому наверное, так и порежем, наверное, да? Ну, текстура хорошая, вроде бы, на мой взгляд. Довольно-таки ничегошеньки. Покажите. Я первый раз в жизни готовлю рыбный пирог. Не всем удается сохранять спокойствие на последних минутах тура. Итальянское какое-то блюдо. Оранчини? Да. Решила их разрезать, да, в разрезанном виде подать? Да, потому что у меня один сгорел уже. Еще ложка. А с пирогом решил, что делать? Что за соус? Сливочный на основе яичных желтков и с сыром.
У Эдуарда все готово. Довольны своими блюдами? Практически доволен. Ваня вновь завершает сервировку на последних секундах. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Ну что ж, все блюда готовы, несмотря на все сложности, с которыми вы сегодня столкнулись. И прямо сейчас ваше блюдо попробуют наши шефы, и через пару мгновений мы узнаем, кто же сегодня из вас окажется лучшим кулинаром. Зима – это то берег ледяной, холодный, и желанна только кружка горячего чая. То лед, утаивший застывшие пруды, в ожидании лопаты коньков, позднее утро и ранний закат, что на стенах рисуют узоры. И не может быть утро недобрым, без тепла и уюта в душе. Сохраните тепло с Фузмаркет. Блюда отправляются к экспертам. Пришло время узнать лидеров сегодняшнего дня. Денис Илюшин, шеф-повар ресторана Country Steak, участник сообщества Chefs Team Russia, двукратный призер «Вкус Якутии» 2018 и 2019. Саргалана Винокурова, преподаватель спецдисциплин Якутского технологического техникума сервиса, главный эксперт по компетенции «Поварское дело». Иван Решетников, шеф-повар кафе «Седьмое небо». Первым шефы пробуют блюдо Василия. Оценят ли рыбный пирог участника? Здесь была та же самая проблема, что и в первый раз, когда ты делаешь план, четко хочешь следовать ему, но у меня тут загорелась сковорода. Я чуть здесь пожар не устроил, масло, короче, вспыхнуло. И потом, получается, что-то у меня тут оранчини эти, и они, короче, у меня вообще там не сложились в кружочки. Но это не оранчини. По вкусу соль в меру, нарезка разная, но все равно это не оранжини. Тесто вкусное. Да. Ну, с тестом попал, да. Все согласны, то, что с тестом попал. Ну, начинка по мне нормальная. Вид, конечно, Даже простенький, несмотря да. на то, что он постоял, да, то есть крем воздушный и плотный. Он не растекся по тарелке, да. Он сохранил свою форму. На очереди блюдо кюнней. В целом я довольна тем, что я подала судьям. Единственное, что я подумала, может, нужно было поставить 2 пирога на тарелку. Ну ладно. И насчет муравейника я должна была сделать второй с орешками, но он рассыпался у меня, поэтому я его сделала в таком виде. В целом я довольна. Надеюсь, я пройду в финал. Первое блюдо второго участника – оранжини. Тут уже по виду более уже подходит, ну, видно, что это оранжини. Но и слегка подгорелая, да? Ага. Передержал фритюр. Соус сделал сливочно-грибной, кажется. При разрезе красиво должно быть. А нет, тут как пирожки сделаны, да? А где сыр? Тесто твердоватое. Шпинат, Что за соус? Непонятно. Какой рыбный же должны были сделать. Ну, рыба и есть, но Это лимон, да? он перебил, да. Да, вкус. шпинатом перебил. Мед? Это мед и сливочное масло было. Ну, мы думали, Ну, сделаем. неплохо для таких простых Да. ингредиентов, я думаю. Как же оценят эксперты работу Вани? И думаю, то, что я все правильно сделал. Именно десерт, в плане десерта закуска. Ну, она самая обычная, мне кажется. Ну, я хочу сказать то, что я именно по горячим я постарался вот именно сделать хороший соус. Пока эксперты не похвалили ни один оранчини. Если следовать классическому рецепту оранчини, да, то здесь как раз все сходится, по-моему, да? Это обычное крутое тесто. Обычное Да, и тесто. причем оно такое плотное, да, еще. То есть начинка одна рыба. Да, есть там специи, там соли достаточно. Без ничего, Ну, просто рыба. Пусто, да, это. Попытался сделать интересную подачу.
Да, это плюс. Что-то необычное. С этими Десерт, ягодами, то есть да. хаос там типа создать. И рисунок пытался сделать, да? Да. На тарелке. Ну, по десерту у него получилось. Наконец, шефы приступают к блюдам Эдуарда. Я собой очень доволен, потому что я вот из этих блюд, все, что здесь приготовлено сейчас, я готовил впервые. С пирогом рыбным было проще всего. Тесто я никогда не месил и не делал, но всегда видел, как это делается. Поэтому, в принципе, ну, мне кажется, получилось. Тут риса много. Риса Да, много. да, да, да. Чем самой начинки. Как в наших пирожках, да? Пирог суховатый, но вкус хороший. Да, По соли, его хочется есть, да, прям? Да. Мне нравится текстура. Она и не плотная, и в тот же момент она не кремообразная, да, это что-то среднее, то есть нужно было доработать его до конца, допечь. Шефам не удается с первого раза определить лидеров сегодняшнего дня. Обсуждение переходит в жаркую дискуссию. Мы не готовы. Текстуры нету, как будто это гарнир. Давайте, чтобы не было... Ну, просто мы возьмем и еще раз попробуем, нет? Я уже визуально, я уже поставила. А вы кому поставили? Ну что ж, спор опять был очень жаркий. Наши шефы вновь никак не могли определиться с тем, кто сегодня лучший. И прямо сейчас шефы готовы озвучить свой вердикт перед вами. Возможно, вы не поняли задание, да, вообще? Нужно Вот. четко выполнять Да. задание. Мгм. Если Четко. блюдо сказано приготовить оранжини, значит, должны приготовить оранжини, да? Вам же дали пирог рыбное задание, да? Значит, должен быть рыбный, а не там много зелени, шпината, ну, чтобы рыба чувствовалась. Прямо сейчас мы узнаем имена тех, кто пройдет финал и будет бороться за звание первый на кухне. Так, уважаемые шефы, кто же из нашей четверки становится финалистами? У нас проходит четвертый. Да, да, все выполнено Вообще. отлично. Поздравляем. И проходит номер один. У нас поздравляем. Я прохожу, вот эти Да, да, вам удалось удивить нас. Вот спорные моменты вот здесь были и дополнительно вот дегустировались. Ну, По вкусовым он выше. по вкусовым, да. У него все вкусно. Ну что ж, я поздравляю наших финалистов. В скором времени вы встретитесь с еще двумя нашими финалистами и поборетесь за звание первого на кухне. Кюне и Иван, не расстраивайтесь, вы в числе лучших 8 кулинаров нашего шоу. И от нашего спонсора гипермаркета Max Market мы дарим вам корзину с продуктами, а также курсы по приготовлению банкетных блюд от Якутского технологического техникума сервиса. Во-первых, хочу выразить благодарность организаторам этого шоу. Мне посчастливилось стать участником кулинарного шоу. Вообще, я перенесла на себе весь спектр чувств, который может быть, и боль с рукой, да, и радость от того, что готовили на одной кухне с такими поварами домашними. Во-вторых, я бы хотела передать привет своей дочке Мияше и мужу. В-третьих, я, честно, была удивлена от результата. Я думала, что, возможно, пройду я, но прошел Василий и Эдуард. Я, конечно, за них очень рада. Попробовала свой пирог, чтобы убедиться, реально ли чувствуется рыба, но пирог очень вкусный. Я удивился, во-первых. Ну, я вообще такого не ожидал, на самом деле. Но получилось, как получилось. Я особо не расстраиваюсь, потому что, ну, у меня все впереди. Я удивился, очень сильно удивился, правда. Потому что я даже не знал, с чем подают и как подают оранчини. Увидимся в финале тогда. Хотелось бы поблагодарить участников за то, что помогали друг другу каким-то образом, советовались. Ну, это очередная жесть какая-то была. Я вот не люблю стрессовые ситуации, а это, блин, самая стрессовая ситуация из всех, которая может быть.
Когда ты делаешь что-то, у тебя абсолютно ничего не получается. Всем огромное спасибо. Ну, так получилось, я сегодня выиграл. То есть, шутка, я прошел, точнее, дальше. И встретимся с вами уже в финале. В следующем выпуске мы встретимся с лучшими из лучших. Финалисты нашего шоу поборются за звание первой на кухне. Оставайтесь с нами и смотрите нас каждую субботу в 12:45 на телеканале НВК Саха.